такова жизнь, такова вот этот процесс. Просто вот меня лично раздражает, когда вот пишут, что вот подранка оставил, не ищешь там. Вот эти комментарии вот меня, честно слово, бесят. Вот попробуй. Короче, без толку жгу я карту памяти. Вообще вялые какие-то они. Отзываются, но не подходят. И не могу найти, где они тут. Да, идем дальше, короче. Спрятались. Ребят, включился третий раз. Что-то непонятно стало с камерой, с видеокамерой. Почему-то при съемке она останавливается. Сейчас пока идет съемка. Не знаю, в кадр попала, нет, сейчас стрельба моя. Но у меня, когда камеру остановил, у меня, как сказать, уже выключенная была. Потом второй, третий раз, блин. Да, пока сейчас снимает. И я, короче, добыл одну птицу, не знаю, вот стрельбу я, по идее, тоже снимал, не знаю, попало, нет, там кадр. Одного рябчика я добыл, уже снимаю, там все заснял, как я рюкзак положил рябчика. Опять же камера выключена. Без звука, без ничего вырубается. И 2 раза промахнулся в одного рябчика. Короче, две штуки подлетали. Одну я добыл, самочку. И второго 2 раза стрелял. Оба раза промахнулся. Вот, вроде сейчас снимает. Минуту поснимал там. Какие-то глюки есть на камере. И это уже вроде как было. Вот чего я не знаю. Не могу сказать. Ну что, здесь в этом году очень сухо. Хорошая дорога. Иду потихоньку, не спеша. Пока дождя нету. Птицы есть. Рябчики есть. Очень вяло себя ведут. Во-первых. Во-вторых, осторожные. Видать, уже охотники тут не раз ходили. Тоже с манком. Может, стреляли. Но очень осторожные. Пока вот за где-то 800 метров, наверное, прошел от развилки. Штуки... Так, одну я добыл. Примерно на этом расстоянии штуки 5 еще осталось. Может и больше чуть-чуть. Примерно так. По звуку там свистят они. Откликаются, но не подлетают. Вот. Ну, посмотрим, что дальше будет. Самое главное, чтобы камера не выключалась. От чего выключается? Или зарядка как-то плохо идет. Сюда подлетел. Рябчики, несколько штук их тут. Ох, яло себя ведут тоже. Этого пока оставлю. Зайду туда еще посмотрю. Вот
откликнулся вон где-то вдали. Далеко. О, блядь. За сучьями. За сучьями. Еще один. Вон он. Насторожился уже. Ох, улетел. Сейчас улетел далеко. Короче, неудобно было стрелять. За сучьями вот так сидел. Расстояние где-то 40 на 35 метров. Ладно, пускай летает. Надо взять ту птицу. Вон он. Это самец. Нормально. Вторая птица, ребят. Вот такой хороший. Рябчик. Самец. Подранок.
даже не слышал, что он падал. Чуть ниже, наверное, попал я. Ё-моё, блядь. Там еще рябчик. Вот это в сторону ушел. Фу, блядь. Но тяжело улетел. Надежда какая-то должна быть. Да, где-то на земле, наверное. Бля, не слышу, не вижу. Вообще непонятно. Фу, блядь. И ориентира нету. Вообще не понял, куда он улетел. Не понял. Да, его точно мы потеряем сейчас. Просто не определился, он далеко улетел или... Фу, блядь. Ладно, буду искать. Ниже, наверное, взял. Вот и вся проблема. Не знаю, где он, ребят. Думаю, мы его потеряем. Тут бурелом невозможный. И не могу. Я просто не услышал, куда он улетел. Далеко ли он улетел, упал или сел он. В эту сторону он летел. Насколько далеко он улетел. Вот, блин. Немножко обидно, конечно. Вот такая это спешка, когда он уже на взводе, он должен был улететь. И ты нажимаешь на курок, вот. Поэтому чуть-чуть пуля прилетает. Не туда, куда надо. Блин. Столько перьев осталось от него, и он низом, наверное, пуля прошла. Может, или улетел, блин, далеко. Вот и ищи тут. Когда птица доходит, так скажем, когда умирает, он тоже крыльями очень много хлопает. Тогда, возможно, еще услышишь.
Да, придется смириться, что потом. Не наша птица, я думаю. Самое главное, не услышал я. Все равно он садится, падает. Сейчас тихо. И можно было услышать. Но этого не было. Где тут найдешь его? Да. Куница будет праздновать. Оставляем ему. Лиса, куница, мыши найдут. Без промаха никак. Тоже так спонтанно все получилось. Он, бля, сидел там. Вдруг я услышал там. Так. Ладно, идем. Оставляем. Бесполезно время трачу. Вспотел ужасно. Пока искал этого, блин. Тут еще один остался. Там вдвоем они были. Надо передохнуть. Вот здесь сколько подсада. Елки. Прям вообще. Это старая дорога. Колхоз делал, лесопункт. Как бы лес вырубали. Да. Местечко Боровое идет. Это 40 километров протяженность эта дорога. И до сих пор, в принципе, местами так чисто. В самом Боровом там, короче, сильные жили. Татары, чечены. Там поселение было также. Все, хочу как-то поход туда организовать, не получается, блин. Пеший поход, 40 километров. Там и даже есть эти, как же, кладбище. Жалко, конечно, что в живых нету Александра Васильевича, который там охотился раньше. Он историю этого поселения, вон он рябчик улетел. Куда-то он туда начал. История, он, короче, всю историю он хорошо знал. Он четко рассказывал мне тоже. Я все забыл. Вот. Там бараки также стояли. Там дорогу делали. И сами люди наши удивляются. Вот дорога сделана как-то. И ни одно дерево, говорит, на середине дороги не выходит. Походу какой-то насыпь, а под насыпом что-то туда ложили. До сих пор дорога держится хорошо. Там еще рябчик. Это самочка. Ладно, да, вот видите, как болтаю, а тут птицы летают. Очень хочется туда, ну, по первому снегу, если в ту сторону. Но сейчас кругом охотник, в каждой избе охотник, и ты там чужой. Я себя считаю там чужим. Мне не хочется вот в это время. Я вот сегодня тоже там услышал лай собаки дальше. Думаю, идти туда и не идти. Не знаю, в какую сторону. Там ручей больше будет. Перейти будем или нет. Стоит ли переходить. А вот уже когда снег выпадет, уже охотники все, из избы не спускаются, охоту закрывают на боровую птицу. И все избы свободные. А сейчас на каждом избе свой хозяин. И на чужую территорию никто не старается лезть. Ну, такие правила у нас. И меня поймите правильно. Это не мы придумали, это деды-прадеды. И по таким правилам мы живем.
По охотничьим тропам не ходим осенью. Именно вот в это время, когда началась охота на боровую птицу. Ладно, продолжаем охотиться. Тут рябчик есть, еще пару штук есть. Ну, разогнал, конечно, своим болтовней. Но красиво, ребят, да? Сейчас желто все. Тихо, пасмурно, но тихо. Видать, те рябчики сейчас уже, кормежка у них была. И вот просто вот этот рябчик сидел. Кормился уже с утра. И вот просто вот на глаза попался он. И под ранком ушел. Ну, видать, в нижнюю часть тела, она низом прошла пуля. Крыло ничего не перебито, он улетел. Но он погибнет, рано или поздно он погибнет. Это. И жалеть таких птиц не надо никому. Это не надо писать охотникам, что мне, что другим, что вот оставил птицу под ранка, там он умирает, там еще. Блин, он не пропадет. Этой птицей будут кормиться там звери, мелкие пушные звери, там горностай, куница, лиса. Они тоже голодные, ищут кормежку. Вот этот процент подранка, что мы не получаем, улетают эти подранка, они кому-то все равно достанутся. Бывают там охотники на лося тоже стреляют, лось уходит, и все, теряется, он уходит, он погибнет. Но он достанется волкам, медведю, он не пропадет. Так что такова жизнь, такова вот этот процесс. Просто вот меня лично раздражает, когда вот пишут, что вот подранка оставил, не ищешь там. Вот эти комментарии вот меня, честно слово, бесят. Вот попробуй, найди рябчика вот тут. Сколько может он? Может полкилометра он сгоряча в шоковом состоянии еще улетит. Ты не найдешь никогда. А мыши и куницы обязательно найдут. Так что все четко. Продолжаем охотиться. Такова жизнь, ребят. Я как размышляю, что вот думаю, так и говорю. А некоторые просто тупо не понимают меня, мои слова, и пишут наоборот. Спорят со мной. Вот так. Тут два рябчика где-то. Тоже вот их надо просто... Вот эта зелень, вот эта желтизна, вот надо, чтобы это все выпало. И тогда уже ты будешь видеть со 100 метров, когда рябчики сидят. И легче охотиться. А вот я в это время хожу, но уже листья вообще не должно быть. Но вот в этом году, смотрите, что творится. Листва еще до хрена листвы. Перелетел вон здесь, оказывается, был вон туда. Предает себя. Вообще испарился. Улетел или что? Я его не нашел. Неужели он уже улетел? Он хорошо сюда сел и все. Пропал. Ну да, нету. Может, только если на елке. То это да. Испарился действительно.
Улетел, видать. Столько подходил к нему, блядь. А он испарился. Когда он улетел, фиг знает. Фух, еле успел, блин. Вот тут, прям рядом, оказывается, посидел, от меня взлетел. Пипец. Пока включал камеру. И то. Но уже на взводе. Еле-еле успел. Наша птица никогда не улетит. Ах, что не наше, бесполезно искать. Так. А вон он. Вот и найди его вон. Он как упадет. Не знаю, надеюсь, видно он еще листьями так закроется, блин. Ищи, свищи потом его. Самочка тоже, блин. Ну, что поделаешь. Вон она. Очередной рябчик. Опа. Смотрите, какие деревья. Тут вырубка была. Вон, смотрите. Я в молодости, так скажем, до армии, после армии здесь охотился. Это 90-е годы. Здесь степь была. Ну, только вот подсады оставляли там кедры по несколько штук там на гектар и, как сказать, семенники. А сейчас уже вон как вымахали все. Очень много уже. У меня планы такие, что все-таки думаю, не стоит за ручей уже идти. Там что-то и стреляют, и собаки лают. Компас и навигатор тоже забыл. Хоть солнце выглядывает, может солнце выйдет. Я, наверное, лучше по просекам поброжу. Просекам. День еще очень длинный. Сейчас до ручья все равно сходим. Тут места хорошие еще. Но за ручей, наверное, переходить как-то вот что-то меня удерживает. Не знаю, что делать пока. Дошел до ручья. Тут рябчик один. Самец. Потерял. 1,70 м. Или этот. Он или не он. Потерял.
Вижу, я его рвет. Наконец-то увидел. Далеко. Не попало. Не попало. Даже непонятно, куда я выстрелил. Наверное, ниже ушла пуля или фиг знает.